это происходит благодаря вот дружбе и знакомству с Антоном Владимировичем Антоновым Овсеенко, основателем нашего музея. Вот. И дальше мы, уже это не просто эстафетная палочка, а это вот ощущение, я вот для себя с каждым годом все сильнее и сильнее это понимаю и чувствую. И благодаря, конечно, Марьям и Ибрагиму вот наши встречи проходят уже вот на таком уровне. Он каждый раз меняется. И вот эта теплота, мне кажется, вот сейчас, если вы знаете, вы еще увидите небольшой видеосюжет, наш коллега Константин Андреев, который возглавляет образовательный центр, он как раз поехал в Ингушетию, он там участвует в мемориальных мероприятиях. И мы организовали такую видеозапись там, и она будет вот сегодня показана, то, что происходит сегодня в Ингушетии. И мне кажется, это тоже вот какие-то первые только шаги. И еще вот один момент про постоянную экспозицию. Там есть горсть земли, которую привезли из Ингушетии. И для нас это было важно, чтобы эта земля, она появилась в экспозиции. И следующий шаг, там должен зазвучать стих на ингушском языке, который посвящен как раз родной земле и потере этой родной земли. Спасибо вам большое. Наш музей всегда открыт для вас. Спасибо. Я с удовольствием оглашу список людей, которые посетили нас наравне со всеми дорогими нашими гостями. Значит, Адам Бузултанов из нашего постпредства Республики Ингушетия в Москве, наш очень дорогой гость, участник, это советник посольства Казахстана Ильяс Харсаков, Султан Таганидзе, это заместитель постпредства Карачаево-Черкесии в Москве, наши крымско-татарские друзья из общины крымских татар в Москве во главе с Эдемом Умеровым, наш бесконечный, главный чеченский друг, брат и наше все Али Димаев. Я очень надеюсь, что вот Лада Петрова и Александр Левицкий из Дома национальности, они пришли тоже. И с особым удовлетворением и радостью говорю о том, что у нас есть очень хорошие друзья из православного Преображенского братства в Москве. Вот с Танечкой Авиловой, Леной, они пришли уже не первый раз. С вашего позволения, поскольку у нас такой неофициозный все-таки статус, но поэтому я буду говорить, вот, как сказал Макшарит, целый театр одного актера, но тем не менее, я думаю, что вы не будете очень сильно против. Сейчас я думаю, что поскольку нам предстоит такая большая, не очень большая, но концентрированная программа, потому что, все-таки вначале я думаю, что какие-то очень важные вещи о депортации, поскольку это 75 лет трагедии ингушского и чеченского народа, я постаралась сделать такой обзорный доклад, конечно, в основном основывающийся вот на этой книге о депортации ингушей, причины, обстоятельства, последствия. Потом у нас будут выступления наших дорогих гостей, участников. Вот этот самый ролик, который объявил Роман, подготовленный Константином Андреевым, о том, что в этот день происходило и происходит до вечера в Ингушетии. Я думаю, что мы связаны сердечно и, так сказать, умственно с тем, что происходит на нашей родине, и нам будет это интересно. И это тоже подготовили, это идея наших друзей, сотрудников музея. Потом Роман тоже сказал очень важный момент о том, что идея горсти земли, каждых из 7 репрессированных Сталиным народом, она основополагается на стихотворении Джамалдина «Горсть земли». Историю этого стихотворения и чтения на ингушском и русском подготовили замечательные девушки из культурного центра здесь московского, наши друзья, и
У нас есть вот такой тоже замечательный ролик из Казахстана, который вот Ибрагим подготовил. Теперь, с вашего позволения, я перейду вот к этому, ну, к самой тяжелой части нашего вечера. Но я думаю, что без этого все-таки мы не можем сегодня чтить, скорбеть, анализировать, думать, эмоционально переживать об этом событии. Поэтому, с вашего позволения, я постараюсь, сокращаясь, говорить о том, что такое была депортация ингушей и чеченцев 75 лет назад. 23 февраля 1944 года в раскаленных от нечеловеческой боли и отчаяния эшелонов было депортировано в Казахстан и Среднюю Азию 134 178 ингушей и 362 282 чеченца. Эти цифры подтверждаются документально. Я говорю об этих цифрах все время, понимаете, с такой маниакальной настойчивостью, потому что до сих пор, к сожалению, фигурируют неверные цифры. Из нескольких документальных источников, в частности, из докладной записки Берии, Сталину, Молотову и Маленкова 9 июля 1944 года, из проекта начальника отдела спецпереселения НКВД СССР полковника Кузнецова, в проекте, который он готовил для Берии 12 июля 1944 года, и справкой, очень важной справкой ГАРФа, фонд 9479, опись 1, дело 90, лист 179. На основании этой справки и подготовлена экспозиция вот в зале депортации в музее, который видели вы. Эти цифры закреплены в фундаментальнейшем исследовании Земского «Спецпоселенцы в СССР 30-60-е годы». В первые годы в документах оба народа значились как чечены и ингуши и подсчитывались совокупно. В цифре 496 460 человек были депортированы из тогдашней Чечено-Ингушской ССР. Возможно, когда откроются все архивы, подчеркиваю, возможно, цифры будут другие. Именно в это время ингуши и чеченцы были войнаками, ибо депортация, катастрофа катастроф наших народов соединила их войнаков не только в голове Сталина и НКВДистских сводках, но и в конкретных исторических деталях символов, а именно в едином дне выселения 23 февраля, который никогда, ни раньше, ни ныне и никогда в дальнейшем не будет для нас государственным праздником. В одних и тех же вагонных душегубках, вывозивших наших стариков, детей, сугробы Казахстана, в фактическом единстве судьбы народов зэка, лишенных Сталиным права быть и сражавшихся за это право и на условной спецпереселенческой воле, и в реальных застенках бескрайнего ГУЛАГа. Два народа, как единый мученик и боец, не поддались советской дрессировке в гибельных условиях социальной инверсии. В многочисленнейших документах, относящихся к периоду режимного существования, ингушские фамилии выдавались как чеченские и наоборот. Я много этих документов видела. Что говорит о том, что по большому счету власти было наплевать на этнолого-этнографические нюансы. Так называемых чечен и ингушей Сталин приговорил к перемолу в казахстанской мультиварке и исчезновению с этнической карты мира. Но ингуши и чеченцы переиграли советскую власть, соединившись в войнахов, чтобы не пропасть тогда поодиночке, солидаризировавшихся во взаимопомощи каждому своему человеку, каждому войнаху, не желая раствориться и расплавиться в котле дружбы народов. С 44 по 57 годы были самыми действительно войнахскими для ингушей и чеченцев, потому что война была главным паролем, сигналом во спасение жизни, чести, достоинства человеческого и национального. С точки зрения права, в одном из первых исследований «Наказанные народы» Некрич писал, с точки зрения права, суверенность народа, являющегося источником власти, снимает всякую ответственность обвинения его в измене.
представления о законе и праве в нашем государстве настолько искажены, что мы сами не представляем себе по-настоящему, что означает на самом деле понятие права. Да и возможно ли вообще такое явление, как депортация целых народов в государстве, где существуют правовые нормы. И чеченцы и ингуши, которые называли себя войнахами, в это время действительно были единым народом, потому что вот в этот период они были войнахами, и они были войнахами в период демократического, так называемого, постсоветского периода, в 90-е годы, когда более 300 тысяч чеченских детей, стариков, женщин нашли приют в маленькой Ингушетии. И тогда ингушки и ингуши помогли спасти часть чеченского генофонда, потому что именно историческая память об общем депортационном мученичестве неистребима никаким очередным преступлением государства. И этот великий термин трагической эпохи, который непозволительно превращать в разменную монету для обслуживания той или иной политической конъюнктуры. И с периода возвращения на Кавказ чужбины наши национальные векторы имеют свои собственные пути развития, о чем и говорит после 1957 года история ингушской национальной борьбы за этническую колыбель пригородного района и такие чисто ингушские даты в исторической хронологии Северного Кавказа, как январь 1973 года, ноябрь 1981 года, осень 1992 года, а теперь еще и осень 2018 года. Официальной причиной депортации ингушей, как и чеченцев, являлось их якобы массовое сотрудничество с немцами. И согласно знаменитого указа Президиума Верховного Совета о ликвидации ЧССР от 7 марта 1944 года, этот мотив измены был главным. Нашим народам вменялась измена Родине, участие в диверсионных и бандформированиях, бандотрядах тогда называлось, а также неучастие в колхозном строительстве. Стратегические интересы Сталинской империи на Кавказе, замаскированные ложью об ингушском и чеченском бандитизме и коллаборации, самая главная причина депортации. Уничтожение этих народов было звеном этой человеконенавистнической политики Сталина по выселению и уничтожению всех кавказских мусульманских народов с целью установления на Кавказе, как писал Авторханов, колониально-колонизаторского и военно-полицейского кордона, призванного защищать интересы Советской империи в свете ближневосточной и азиатской политики. Народы, депортированные во второй половине войны, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, крымские татары и калмыки подверглись наиболее жестокому варианту депортации возмездия, так называемой депортации возмездия. Балкарский исследователь Идиев в своей очень большой монографии в 2003 году провел хорошее исследование. Он писал: советские этнические депортации проводились на фоне вполне сложившихся еще дореволюционных концепций благонадежных и неблагонадежных народов и возможной очистки территорий от неблагонадежного населения. И к числу неблагонадежных относились все приграничные, плохо ассимилирующиеся мусульманские народы, завоеванные в свое время империей. Война стала идеальным фоном для реализации доктрины неблагонадежных народов и для оправдания любых действий машины депортации, которая, будучи созданной еще в 1941 году, когда депортировали немцев по Волжье, уже жила своей жизнью и своими интересами. Цитата завершена. Депортации ингушей, чеченцев, балкарцев, карачаевцев, калмыков и крымских татар назывались депортациями возмездия, потому что официальным их объяснением и являлось вот это массовое способничество врагу. Сталин и ведомство Берии осуществили их после перелома в войне и Сталинградской битвы, когда так называемые прифронтовые районы уже уходили на запад, и прямой военной необходимости в закреплении Чечни и Ингушетии, в укреплении Чечни и Ингушетии, так называемым, уже не было. Об этом на 20-м съезде сказал Хрущев в 1956 году, но до сих пор активничают так называемые историки, которые оперируют сфабрикованными НКВД массивным таким объемом документов, так называемых, оправдывающих изгнание наших народов.
историк и внутренний хроникер ЦК КПСС, имевший доступ к партийным и ведомственным архивам, Николай Зенкович писал: требовались свидетельства, подтверждающие запущенную в свое время версию о пособничестве врагу, о том, что чеченцы-ингуши, как и некоторые другие народы Северного Кавказа, предали, либо готовились предавать родину. Увы, результат тщательного анализа всего уникального богатства спецхранов на эту тему однозначен. Ни в одном из самых засекреченных документов, включая пресловутые особые папки Политбюро, не обнаружено достаточно серьезного доказательства вины чеченского и ингушского народа. Поскольку время не позволяет, то поэтому самые главные обстоятельства депортации я буду о них говорить. С января 43-го и по январь 44-го года была проведена невероятно тщательная и скрупулезная подготовительная работа по выселению. Были составлены карты всех населенных пунктов, отремонтированы дороги, мосты, переправы в горах. Сконцентрировано беспрецедентное в условиях войны количество войск по линии Министерства обороны МВД, увеличены штаты местного НКВД, все бомбоубежища были переоборудованы в газоубежища, потому что Берия планировал отравление газом горцев. Тотальный пересчет всего населения, особенно мужчин от 17 до 50 лет, пересчет всего транспорта республики, гужевого в том числе. В октябре 43-го уже шла вербовка бывшего под оккупацией населения Ставропольского края для переезда с подъемными, естественно, на освобождающиеся от ингушей и чеченцев территории. В октябре 43-го года была создана так называемая группа Берия, ответственная за операцию «Чечевица». Это известные сегодня одиозные фамилии Серова, Кабулова, Круглова, Аполлонова. Они создали специальные оперативно-чекистские группы по 8-12 человек по проверке и уточнению всех собранных данных, которые к январю 43-го года были собраны, и вот эти группы еще перепроверяли все эти данные. Вопросы железнодорожных перевозок были организованы под начальством комиссара госбезопасности Мильштейна и генерал-майора Бачкова, который был начальником управления конвойных войск НКВД. Они были обязаны охранять спецконтингент на станциях погрузки и конвоирования до мест расселения. Планы и инструкции по оборудованию эшелонов, вагонов, питания, медобслуживания и так далее были готовы к 26 января 1944 года, когда Берия окончательно утвердил план перевозок, и с этого дня ингуши и чеченцы стали называться в документах СК, спецконтингент. Они перестали быть людьми, они были СК. Я сокращаю, потому что через несколько дней, тоже в конце января 1944 года, Берия утвердил инструкцию по конвоированию СК по особым указаниям НКВД. Вся территория республики была разбита на 4 оперсектора, и вот ингуши в основном были сконцентрированы в первом и во втором. Первый — это с центром во Владикавказе, куда пригородный, Назрановский, Сунжинский, Ачелукский, Псидавский, Малгобекский район входили, и здесь проживало 18% от общего населения тогдашней ЧСР. Возглавлял этот оперсектор Кабулов. Следующий центр, второй, с центром в Слепцовской, куда Галашкинский входил район. Там 13% выселяемых было, значит, туда на Теречный входил Галашкинский, Галанчожский и Очхой-Мартановский. Возглавлял его Аполлонов. Следующие два оперсектора были с центром в Гудермесе и самый большой с центром в Грозном. Общее руководство чекистско-войсковой операции, так называлось в документах, это чечевица, так называемая, со спецконтингентом осуществлял сам Берия, который 29 января 1944 года подписал итоговую инструкцию о порядке выселения. В преамбуле этой инструкции говорилось, что выселяются все поголовно чеченцы-ингуши по национальности, включая детей, независимо от занимаемой должности.
все партхозсотрудники, сотрудники НКВД, духовные лица. Не выселялись лишь женщины ингушки и чеченки, вышедшие замуж за лиц других национальностей, а также русские женщины, замужние за чеченцами-ингушами, но не захотевшие уезжать с ними в депортацию. Организационный раздел инструкции давал установки, как оцеплять села, организовывать засаду, значит, вызывать на так называемые собрания сельсоветы мужчин до начала самой депортации и так далее. Очень подробные инструкции. Я думаю, многие из вас уже в опубликованных документах это читали. Каждая опергруппа состояла из одного оперработника и 2 бойцов войск НКВД и выселяла 4 семьи. Вначале обыск, чтение документа правительства о выселении и погрузка. В процессе сборов заполнялась учетная карточка. То есть было подготовлено почти 250 000 таких карточек уже на этот день было готово. И на все про все давалось от получаса до 2 часов. Далее в Бериевской инструкции детально излагались правила конвоирования. И 17 февраля шифрограммой 53-51 он докладывал Сталину о том, что подготовка заканчивается и выселение будет осуществлено за 8 дней. 19 февраля Берия провел в Грозном совещание с 9 ответработниками из ингушей и чеченцев, перед которыми были поставлены очень четкие задачи по активной помощи. Еще 40 партийных работников, это в документах все есть, собирали местные активы и разъясняли решения правительства. Эту же роль адвокатов дьявола выполнили и высшие духовные лица республики, с которыми Берия встречался лично. Всем им были гарантированы некоторые льготы по переселению и улучшенное жилье на новом месте. То есть депортировались все равно, невзирая на вот такую суперлояльность. Подробности чекистско-войсковой спецоперации описаны во множестве документов в последние годы. С 23 по 25 февраля зачистка спецконтингента практически была завершена, и до 28 февраля эшелоны отправлялись в указанные места. Каждые 6 часов Берии докладывалось о ходе операции. 28 февраля ушел эшелон с ответработниками. Это 250 семей. 180 эшелонов СК, спецконтингента, ушло из исчезнувшей ЧССР, и в пути следования, согласно сводкам, которые, я думаю, еще не все рассекречены, было, согласно этих сводок, убито 3 человека, которые активное сопротивление оказывали. Умерло от инфекции, голода, скученности, потому что в каждый вагон вместо 40-50 человек набивали до 150 человек. Умерло 1272 человека, 2896 человек заболели сыпным тифом. Последний эшелон к месту назначения прибыл 20 марта 1944 года. Последними добирали защитников Отечества и зэков до октября 1945 года. Все были переселены, все были зачищены отовсюду. Основная масса ингушей, вывозимых первыми эшелонами, равняется 78 470 человекам. Была депортирована в Казахстан. Это Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская, Алматинская области. Меньшая часть, 2278 человек, в Киргизию, Фрунзенские и Ошские области. Лишь 18% ингушей и чеченцев попали в климатически более или менее мягкую Киргизию. И 82% людей, истощенных эпидемиями, холодом, голодом и глубочайшим стрессом, были заброшены в климатически неблагоприятный для горцев Казахстан. Итоговый закон об упразднении Чечено-Ингушской ССР и о преобразовании Крымской ССР в Крымскую область от 25 июля 1946 года, который мы все хорошо знаем почти наизусть, не упомянув даже имени нашего народа, ингушей, лишил их родины, легитимизировав политический, территориальный, физический и культурный геноцид ингушей, как и чеченцев. Завершив депортацию, государство отладило четкий и жесткий механизм контроля за СК. Этот контроль осуществляли спецкомендатуры НКВД, положение о которых было утверждено Советом народных комиссаров в постановлении, которого сказано о том, что
этот спецконтингент, регламентирована вся его жизнь от грудных младенцев до глубоких стариков. Это два таких очень страшных указа, особенно, потому что документов очень много. Значит, от 21 февраля 1948 года о ссылке, высылке спецпереселенцев, и второй указ Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года, наиболее зверский, который вот предполагал 25 лет каторжных работ и тюремного заключения для тех, кто, значит, самовольно покинет места поселения. В 1950 году Сталин передал попечительство над спецпереселенцами из ведомства МВД в МГБ, и тогда тайную полицию возглавлял Аввакумов. И в многочисленных документах видно, как вот это ведомство очень тревожило поведение именно наших народов, чеченского, ингушского и карачаевского. В документах их называли наиболее озлобленной частью. Согласно документам, цитата, ингуши и чеченцы продолжают осваивать новое социальное пространство, сплачиваясь, находя прорехи и дырки в полицейской системе, расширяя свою этническую нишу, утверждая свое право. За время ссылки тейповые связи укрепляются, внутренняя жизнь сообщества по-прежнему идет по адату, ему подчиняются все, интеллигенция, молодежь и даже коммунисты. Не поддающиеся дрессировке войнаки вызывали столь сильное беспокойство, что высказывались мысли в ЦК ВКПБ Казахстана о некоторых перемещениях из городов в далекие районы республики. То есть речь шла о своего рода малой депортации внутри большой депортации. Но МГБ СССР не решилась на эту следующую депортацию депортированных, но документы есть. В 1953 году на 1 января были пересчитаны абсолютно все ингуши и все чеченцы по отдельности. Они уже шли по графам отдельно, не чечены и ингуши, а по отдельности. И во всех областях, причем населенных пунктов, в больницах, в лагерях и так далее. Перепись показала, что от 134 178 человек в 1944 году, которых было ингушей на 1 января 1953 года в СССР, оказалось 83 518 человек. От 362 282 чеченцев осталось 316 717 человек. То есть 50 660 ингушей и 45 565 чеченцев были уничтожены сталинским террором во время транспортировки с Кавказа, жестоким обращением конвоя, военных комендантов, всякого рода надзирателей, голодом, холодом, эпидемиями, бесчеловечными условиями жизни и каторжным рабским трудом первых лет депортации, особенно страшных для наших народов, для всех народов. В процентном отношении это 37,8% от потерь за 9 лет 1944 года. После смерти Сталина у его преемников, Хрущева и других, было, конечно же, представление о необходимости перемен. И эта необходимость в переменах весьма гибридно сочеталась с ортодоксальной верой в учение Маркса и коммунизм. Были возвращены гражданские права и нашим народам-спецпереселенцам. Документы о реабилитации готовили и подписывали те, кто участвовал в репрессиях. Парадокс такой советский. Хрущев нашел приемлемую формулу, чтобы отмежеваться от абсолютного сталинского террора. Мы ведь все виноваты в том, что происходило, но в разной степени. Воспользовавшись успешно весьма внутрипартийной борьбой за единоличную власть, он расстрелял Берию и отодвинул Маленкова и компанию. Хрущевское освобождение 2 миллионов зэков, возвращение наших всех депортированных народов, но не всех крымских татар не вернули, не было восстановлением справедливости. Люди и народы, чудом оставшиеся в живых, искалеченные, измордованные годами бесправия, теперь были как бы свободными. Оказывается, они не были предателями, шпионами, врагами народа. А в том, что они погибали, уродовались, не было виноватых, кроме небольшой группы особо одиозных во главе с Берией. Это было не восстановление справедливости, а милость людоеда, к сожалению. Но мы не забываем, что без Хрущева еще больше бы наших людей погибло и в лагерях, и на спецпоселении.
С 1954 года начался половинчатый и осторожный процесс реабилитации и возвращения гражданских прав. Ингуши, чеченцы, карачаевцы дольше всех находились под подозрением. Это я говорю по документам. Но 5 июля 1954 года были сняты административные ограничения, и с них, с детей до 16 лет, право на паспорт было получено. С 10 марта 1955 года регистрации в спецкомендатурах теперь происходили не каждый месяц, а раз в год. Спецпереселенцы стали с 1955 года призываться в армию, освобождались от административного надзора лишь члены КПСС и их семьи, участники войны и инвалиды войны. То есть не все еще с 1955 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года о снятии ограничений по спецпереселению с ингушей, чеченцев, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период ВОВ, так назывался документ, не подвергал критике сталинскую депортацию, а лишь позволял спецпереселенцам свободно передвигаться. Ни о какой политической реабилитации не было и речи. Народы из наказанных превратились в помилованные в связи с изменившимися обстоятельствами. Хрущев говорил, что это обстоятельства войны. А теперь не было обстоятельств войны. С освобожденных из-под надзора ингушей брали расписки, как и со всех других народов, об отсутствии у них претензий к государству, а также, что им нельзя возвращаться в родные места. Почти все взрослые ингуши отказывались подписывать эти расписки. Документы об этом свидетельствуют. В это время в Северной Осетии уже были готовы секретные указания по запрещению продажи и сдачи жилья приезжающим ингушам, и по линии МВД и госбезопасности тот же Серов, который выселял, возглавлял, подготовили инструкции и заслоны по недопущению ингушей в пригородный район Северной Осетии. Но ингуши стремительной лавой возвращались на Кавказ навстречу новым испытаниям. Тот же Зинкович, которого мы цитировали, по архивам ЦК КПСС выяснил, что были планы на создание автономной республики с центром в Чимкенте, затем с центром не в Грозном, а в Кизляре. Но большинство членов президиума ЦК КПСС все-таки были против возвращения ингушей и чеченцев на Кавказ. И вопрос о восстановлении республики на Кавказ без пригородного района рассматривался трижды. Хрущев в дискуссиях победил Маленкова, Молотова и Кагановича. Это были яростные противники возвращения. Министры МВД Дударов и госбезопасности Серов стояли на позициях создания автономии в Казахстане. К весне 1957 года верховная власть окончательно решила и закрепила сталинское преступление против ингушского народа, изъяв этнические земли пригородного района, до 1944 года находившиеся под юрисдикцией ЧССР. И почти 30 тысяч ингушей, проживавших там до депортации, стали нелегалами и лишенцами на родной земле, правдами и неправдами заселяя свои дома и села. Именно в это время был запущен механизм так называемой конфликтогенности, говоря сегодняшним языком политологии, между ингушами и осетинами, который все последующие годы приводил к трагедиям, жертвам и не только ингушей. Административно-территориальная реабилитация, писал в своем исследовании большом Павел Полян, восстановление национальной государственности не была подкреплена реабилитацией территориальной, восстановлением границ национальной автономии на момент депортации. То есть изначально и принципиально была неполная. Цитата закончена. Прямыми, пролонгированными в бесконечность последствиями сталинского геноцида 1944 года стали последовательно августовские погромы в Грозном в 1958 году, январские события 1973 года в Грозном, осенью 1981 года в Орджоникидзе, этническая чистка ингушей осенью 1992 года во Владикавказе и в пригородном районе Северной Осетии, осенний митинг 2018 года в Магасе по так называемому соглашению о границах с Чечней. К сожалению, сталинские геополитические принципы волевого политико-административного деления региона, произвольность закрепления границ продолжает быть руководством к действию и нынешнего политического руководства, которое является как бы одновременно и заложником, и преемником сталинщины. Воодушевленные, все народы, воодушевленные
я имею в виду репрессированные народы, законом о реабилитации от 26 апреля 1991 года, законом о реабилитации репрессированных народов, к сожалению, остались ни с чем, потому что этот закон и не мог быть реализован по определению, ибо ни в хрущевскую оттепель, ни в постсоветскую, так сказать, демократию на уровне власти и массовых общественных движений сталинский большевистско-коммунистический террор не был на юридико-правовом законодательном уровне признан как этнический геноцид в отношении репрессированных в 40-е годы народов, наравне с социальным геноцидом как преступлением против человечности. Советский массовый террор юридически не был оформлен как преступный в концепции государственной политики нашей страны. То, что было сделано в Нюрнберге в отношении гитлеровской политики. Преступный характер сталинской политики не был установлен процессуально, несмотря на то, что с 1992 года существует очень почему-то забытое постановление Конституционного суда России от 30 ноября 1992 года, в котором есть очень важная позиция. В стране в течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в Политбюро, во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС. Материалами дела, в том числе показаниями свидетелей, подтверждается, что руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей, в том числе в отношении депортированных народов. Так продолжалось десятилетиями. Цитата закончена. Это постановление Конституционного суда номер 9-П от 30 ноября 1992 года. Уже к этому времени трагедия в пригородном районе состоялась, то есть прошел год со времени принятия закона о реабилитации до вот этого очень важного, утаянного почему-то постановления Конституционного суда. Это и есть признание Конституционным судом новой постсоветской России советскую сталинскую систему многолетней тоталитарной террористической диктатурой. То есть после принятого за год до этого документа закона о реабилитации с обозначением репрессий против всех народов актом геноцида, это второй документ, который не был реализован на уровне прокурорских и судебных и иных инстанций. Клеймя террор и сталинизм, власть и общественность не смогли, может быть, не захотели юридически установленный факт преступлений Конституционным судом советской репрессивной системы перевести на исполнительские рельсы. Таким образом, ингушская история – это, к сожалению, хождение по кругу бесконечного сталинского лабиринта с неизбежным возвращением к исходной точке, к 1944 году прошлого века. И нахождение в этой инфернальной сталинской парадигме прошлого, к сожалению, не оставляет надежду, особенно в свете последнего территориального передела с братом Войнахом по депортационному лихолетию, на счастливую встречу со своим будущим всех ингушей на родной земле, всех ингушей, разбросанных по всему миру. Я, значит, вот все-таки тезисно и очень быстро постаралась. Спасибо вам за ваше внимание. Большой документальный пласт для анализа присутствует во многих вот этих изданиях. И какие-то подробности, воспоминательные, мемуарные, публицистические, они так или иначе в наших мероприятиях, как вы помните, кто приходит, присутствуют. Я постаралась такой концентрат сделать аналитический. Спасибо большое за ваше внимание. Сейчас я с большим удовольствием представляю слово Адаму Гудотанову, заместителю постоянного представителя Республики Ингушетия в Москве. Всем вашим во сне. Добрый вечер всем. 23 февраля – одна из самых трагичных дат в истории индусского и чеченского народа. Все мы знаем, какую цену заплатили наши предки, отцы и матери
за то благополучие, которое сегодня мы имеем, за возможность строить свою республику. От холода, голода и болезней тогда погибла половина населения. И выжили мы благодаря во многом местному населению. Несмотря на эти тяжелейшие испытания и лишения, наш народ сохранил свою культуру, язык, традиции и обычаи, и вернулся на свою родину. Сегодня мы должны помнить об этом и обязаны сделать все возможное, все возможное, чтобы эта участь не постигла больше нашего народа. Память всем жертвам политической репрессии. Я хотел бы поблагодарить Марию Менделеву и всех тех, кто принял участие в подготовке и проведении этого мероприятия. И всем тем, кто пришел сегодня, также руководству музея ГУЛАГа за эту возможность. Спасибо. Вот вечер залагает на С большим удовольствием предоставляю слово Ильясу Корсакову, советнику посольства Казахстана, который посетил наше мероприятие. Добрый вечер, уважаемые братья, представители братского войнавского народа. Вам привет от нашего казахского народа. К сожалению, у нас представитель Имангалиев Нургалиевич Тасмаган сейчас в Астане, и вот он мне доверил эту честь выступить перед вами. Я здесь хотел коротко сказать, что очень важно это память о том, что было в прошлом истории. Если посмотреть, те народы, которые не помнят своего прошлого, у того народа нету будущего. И передавая по крупицам эти знания, это гарантия того, что эта трагедия не повторится в будущем. И в качестве примера я здесь хотел немного привести другие страны, которые эти страшные 20 век прошли. Это есть Германия, где есть музеи, посвященные вот этим массовым политическим репрессиям, есть концлагеря, которые доступны для всех. И это не скрывается. Это трагическая страница истории, она для всех известна. Такое же тоже есть государство Израиль, вы все знаете, да? Они не скрывают, они везде, на каждой конференции, на каждом этом, везде про свой геноцид все говорят. Вы также знаете, что в Казахстане тоже в 20-30-е годы было массовые и политические, и социальные репрессии, она называется Ашаршот, в результате которого половина казахского народа, оно погибло от голода, от этих всех репрессий, потому что их называли и басмачами, и антисоциальными элементами и так далее. И даже многим, когда забрали скот, эти огромные степи Казахстана, люди были просто обречены на естественный голод и вымирание. Но в чем хорошо, то что у казахского народа есть такая прививка, и мы знаем это разделение народов на неблагополучие, нелояльные, нелояльные, это нет, потому что в классе, в котором я учился, там был многонациональный, там были представители и Кавказа, и немцы, и корейцы, и казахи, и узбеки, и мы никогда не делили себя по национальному принципу. И этот принцип равности, я хотел бы, чтобы он у нас всегда сохранился. И поэтому я здесь свою дочь привел, чтобы показать, что на самом деле преемственность поколения, что это есть. И это правда, не нужно говорить. Почему? Потому что когда я еще был совсем маленьким подростком, у нас старейший народа нас пригласил всех, подростков, и рассказывал, как он прошел сталинский лагерь Беломор канал. Он работал там как бы репрессированным от Алла-Шарды. Ну, я ему сказал, дедушка, что сказки рассказывать? Такого не может быть. Но он очень обиделся, но он прожил долгую жизнь, он скончался в 93 года, и потом уже, когда я окончил университет, я приехал и извинился, сказал, расскажите, как же это было на самом деле. И потом я рассказываю это своим детям тоже, это, когда этой преемственности нет, соответственно, не будет нашего будущего. Я хотел бы всем пожелать, чтобы этого
наши внуки, правнуки об этом помнили, об этой традиции. Лидия Маев, наш чеченский брат. Традиционная. Я сказал, и вот достойнейшего сына войнарского истории, Джамалдин, свой отец родился на дядя, наши были друзьями, я две вода. Мы буквально через эту улицу жили. Микрофон ближе, да? Мы жили на проспекте, Олега называли, Грозном. Вот, и в стареньком таком капитальном доме жили Марем, Мурат и его братишка, мой друг. Вот, и дядя Джамалдин с их очаровательной мамой. Вот, часто они у отца собирались у нас на Габреде, в Санспе, где барский дом так называемый, где стоматологическая поликлиника была в Грозном. Вот в этом, значит, Саубиновском доме, ну это было так, 46 квадратных метров, 4 комнаты такие маленькие. Вот. И вот когда мы туда заселились, дядя Джамалдин узнал, что мы такие соседи. И часто Махмуд Асамбаев, вот, дядя Джамалдин Набиев, Раиса Ахматова и вся наша интеллигенция собирались. Мы много раз слушали их рассказы о вот этой странице войнарского народа. Вот. И у них не было злости как таковой, вот, знаете, такой вот, средневековой. У них была просто мудрость, что вот это мы не должны допустить впредь. Потому что войнарский народ – это часть культуры всего человечества, наши адаты, наши традиции. Вот те и братья, как казахи, когда узнавали, что у нас, значит, кодекс чести есть. Эти казахи, братья, мои старшие братья, один в шахте работал, другой там, значит, пытался в музыкальной школе, еще стоит, рассказывал. Вот эти казахские ребята к нам домой заходили, и там они обогащались взаимно и культурно. Вот это, может быть, не от хорошей жизни. Они говорят, дядя Джамалдин, лучше бы наш Сталин в Казахстан в гости сюда пригласил. Мы с подарками приехали к братьям казахам. Я так запомнил на всю жизнь. Вот, и вспоминаю, что эти люди, наши старшие, они не были злыми, мстительными. Они были в душе своей богобоязненными людьми. И понимали, что это злой рок, что ни русский народ, ни другой народ не давал приказа выселять всех. Если бы такие приказы были бы из-за 2-3 предателей, наверное, генерал Власов с 2-миллионной армией, значит, наших русских братьев в первую очередь был выселяемым. Но дело в том, что из всего этого мы извлекаем уроки. Конечно, говорят, вот, я не мулла, я слышал, что говорят, Аллах кого больше любит, того больше испытывает. Я всегда говорю, о Аллах, оказывается, как ты нас любишь, как ты нас любишь. Вот. Ну, конечно, это, может быть, на сегодняшнем вечере сказано. Марем, ты настоящая дочь ингушского народа и моего народа. И твой отец был друг моего отца. Поэтому никогда ни одна граница не пройдет между нами. Я первую свою против отдам ингушу и будем вместе жить. Я вам предлагаю быть дружными, быть на помощь друг другу, всегда приходить. Это воля Всевышнего. Богобоязненно, надо по-настоящему верить. Надо не чиновника бояться, а Всевышнего. Дай нам Бог всем казахстанским братьям, и всем нашим братьям, и всем, кто прошел этот ад, не озлобиться и все-таки верить, что все, что было, все это к лучшему. Прошу теперь пару слов сказать нашего дорогого султана Таганидзе, заместителя постоянного представителя Карачаево-Черкесского государства в Москве. Ассаламу алейкум, добрый вечер, братья и сестры. 5-й год подряд я являюсь гостем этого мероприятия, прекрасного мероприятия, которое проводят наши друзья Марьям Индиева, Ибрагим Костоев и непосредственно Государственный музей истории ГУЛАГа. Огромное вам спасибо за это уже по праву традиционное мероприятие, доброе мероприятие, потому что память это всегда добро, даже когда мы вспоминаем о зле, причиненном нашим народом. Я тоже, как Марьям уже сказала, как было зафиксировано в документах, являюсь представителем особо озлобленного контингента
Моя бабушка Карачаевка была в 4 года выселена 2 ноября 1943 года. Эшелоны отправились из Карачая в сторону Казахстана и была переселена в Джамбульскую область. Я знаю, что это, да, понаслышке, но это перешло к нам всем по крови. Но ни в коем случае это не должно вызывать у нас озлобленность. Есть высшая справедливость, и так как мы являемся людьми верующими, иншаллах, мы должны помнить, что каждому воздастся и за плохое, и за совершенное хорошее. Дай Аллах нам силы, чтобы мы также непоколебимо стояли на пути справедливости. И пусть несправедливость никогда не постигает ни один народ на планете, ни один. И хотелось бы завершить словами одного нашего известного поэта Альберта Узденова, который в своей песне запечатлел такие слова. «Так не забудем мы, сыны Кавказа, что пережить пришлось нам невзначай. Живите мирно, добро и счастливо. Чечен, ингуш, балкарец, карачай». Я думаю, что вы хотите и можете что-то сказать нашей крымско-татарской группе. Это община крымских татар. Ассаламу алейкум, братья и сестры. 43-й год, 44-й год, последующие годы нахождения в изгнании, конечно, это сущий ад. Это то горе, которое нас всех объединило. Но говоря о прошлом, не хотелось бы, чтобы мы говорили только о прошлом. Потому что те, кто полегли там, они желали лучшей доли своим потомствам. Их задача была выжить. И, как сказала наша одна поэтесса Лиля Буджурова, ее знают многие представители репрессированных народов, да, в изгнании нас матери зачали нас взамен потерянных детей. Вот моя мать, она родилась уже в изгнании в 1956 году. Ее назвали так же, как звали ее сестру, которая умерла в этом вагоне. Мы говорим о реабилитации, но надо же с прискорбием признать, что не состоялась полноценная реабилитация наших народов. Если бы мы распутали бы те клубки, которые нам остались от преступной сталинской политики, то не было бы проблемы пригородного района, не было бы проблемы Ауховского района, были бы восстановлены в своих правах и крымские татары. Вы уж извините, но у крымских татар самая большая невысказанность на эту тему. Нас обошел стороной указ о возвращении народов, о восстановлении какой-то, да, политической реабилитации. И так уж получилось, что вот я стою перед вами, мне нет еще 40 лет, а я родился в высылке. Я родился в местах депортации. И возвращение моего народа на родину, оно шло стихийно, сумбурно. Это уже было на изломе Советского Союза, был развал государства, ослабленность власти, и мы все поехали домой, где нас никто не ждал. Все это стало возможно тому, что выросла новая плеяда, да, поколение наших народов, которые боролись за свои права. И ведь их борьба, она сейчас пример для многих из нас. Я помню, как в каждом крымско-татарском доме мне тогда было 10 лет, а все смотрели выступление Бимбулата Богатырева. Это сейчас, наверное, эталон смелости, да, в деле отстаивания прав своего народа, как он выступил в Верховном Совете. Это показательный пример нынешним политикам. У нас улицы называют в крымско-татарских поселках именем Султана Джамалдинова. Это чеченский депутат, акинец, наверное, можно сказать, главный автор законопроекта закона о реабилитированных народах.
Он умер здесь в 2003 году, в Москве. 23 декабря 2018 года, вот буквально ровно 2 месяца назад, да, было 15-летие его смерти. В Москве не прошло ни одного мероприятия, а в Крыму у нас прошло. Я был в Крыму 23 декабря и просто случайно стал свидетелем мероприятия, где порядка 60 участников Крымстарского национального движения, старейшины собирались и говорили о султане Джамалдинове. Может быть, 75-я годовщина, да, станет тем годом, 19-й год, 75-я годовщина, тогда мы будем вспоминать о его наследии и о том, что закон принятый, к сожалению, сейчас не воплощается в реальность. Говорим о сегодняшнем дне. Буквально 2 недели назад все крымское сообщество, весь Крым колыхнуло то, что в школу поступили учебники по истории Крыма. В этих учебниках говорится о массовом дезертирстве и предательстве крымских татар. Это школьные учебники, сейчас поступают в школу Крыма, да. Говорится о том, что депортация проводилась очень организованно, что, это я говорю вам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, что она сейчас пишет в учебниках, что проводили опись, выдавалась всем денежная компенсация, что разрешалось каждому члену семьи взять 500 килограмм. Это сегодня пишут историки и внедряют в умы детей. Чтобы каждый крымско-татарский мальчишка или девочка чувствовали, что их оправданно выслали. И очень хорошо сделали, что выслали. Да, спасли. Это должны знать не крымские татары, да, вот эти школьные детские умы. И когда смотришь научно-редакционный совет, кто эти книги издает, это нынешние сенаторы входят в этот состав. Сегодняшние сенаторы — это руководители общественной палаты Крыма. Вот какое общество мы строим, если об этом говорим. Да, конечно, сейчас это бурю эмоций вызвало, и общественные организации, и весь народ сейчас встал против этого. И нам что, сейчас опять приходится оправдываться, как мы воевали, как воевали наши деды. Я знаю, как воевали крымские татары. Я знаю, что на весь Крым было всего 3 партизанских соединения. И 2 командира этих партизанских соединений на весь Крым были крымские татары. Это Мустафа Селимов и Рифат Мустафаев. Я знаю, что в Крыму в гитлеровскую оккупацию 32 подпольные организации было в Крыму. 25 из них возглавляли крымские татары. При том, что мы на весь Крым составляли тогда всего 19% населения. Мы все это знаем, мы знаем своих героев. Но и сейчас уже 3-му, 4-му поколению предлагают в чем-то перед кем-то извиняться. Вот опять напоминают о тому периоде, когда врагами народа объявлялись целые народы. Я думаю, что мы не должны об этом молчать ни в коем случае. Потому что у нас растут дети. И эти все проблемы должны быть решены. Они должны жить свободно и мирно на своей земле. Не так, как сейчас живут крымские татары, к сожалению, в Крыму. Если вы приедете в Крым, я всех приглашаю в Крым. Из 18 министерств ни одного крымского татарина министра. Это сегодня. Из 8 государственных комитетов только 1 председатель крымский татарин. Премьеров ни одного, да. То есть можно продолжать и продолжать. Я считаю, что вот эта вот тенденция на реанимацию культа Сталина, которую мы видим сейчас, мы не должны сидеть, сложа руки. Иначе нам будет стыдно и перед погибшими, и о нас плохо вспомнят и наши следующие поколения. Извините меня за вот эту невысказанность, да, я крымский татарин, но мне не пристало много говорить при старших. Я закончу словами нашей поэтессы, прочитаю стих. «И ехал я к себе в домой, а в нем живут чужие люди. Я им мешал, ведь им со мной их снова совесть мучить будет. Но пусть не совесть, просто страх. В
Вдруг я спрошу, все ли цело в доме? Не превратился сад мой в прах, и виноградник не изломан? Все ли так ли щедры гор леса? Все ли так чиста волна морская? Все ли так хрустальные голоса ручьев и птиц родного края? Но я не суд пришел творить в свой дом, хотя имею право. Хочу лишь двери отворить, пусть вспомнит старых он хозяев. Я не поэт, пишу лишь от того, что нет другого выхода для боли. За горькую судьбу народа своего, за Крым, скудеющий в неволе. Земля — живая плоть. Какая мука, когда из чрева матери рвут плод. Пусть будет проклят тот, кто поднял руку на родину мою, на мой народ. Дал еш дол, бейначан, дал тахетом бол, бесачан, дал машалу. Слова поэтов и поэтесс особенно пронзительны. Вы знаете, в 1972 году, 28 декабря 1972 года, из Полтавы от группы крымско-татарской молодежи в отделе кадров Союза писателей ЧССР моему папе дали письмо. Дорогой Джамалдин Яндиев, недавно мы, группа молодежи крымских татар, читали ваши стихи «Утренние мысли». Они возбудили в наших душах поток воспоминаний о детстве, о юности, проведенных в родном и милом краю. Ваши стихи отличаются особой душевностью, способностью затрагивать самые глубокие струны человеческой души. А главное, они нам так близки, так понятны. Когда мы читали строки из вашего стихотворения, я был оторван от отчизны в форме 14-летия почти. За этот срок язык прирос в гортани, за этот срок отвык от песни я. Мы увидели одинаковую с вашей судьбу нашего народа. А наш крымско-татарский народ оторван от своей родины уже почти четверть века, 1972 года. И почти четверть века прошли с тех пор, как злодейский и в бесчеловеческих условиях был выслан целый народ, оклеветан и обвинен в измене Родине. Ликвидированы его школы, история, литература, искусство и все, чем каждый народ горд. До сих пор наш народ находится в местах ссылки, до сих пор для нас утро совести не вставало. Это цитата из папиного стихотворения. Я привела это письмо вот в этом сборнике, и это подписались Абдураимова Фатима, Ашкатов Саид, Мамедшаев Абла, Кадыров Искендер, Мустафаев Шевкет, Кадырова Мелек и другие. Всего 10 подписей. Так что я очень рада, что вы сегодня присутствуете здесь, и что слово поэта, оно отзывается во всех поколениях всегда одинаково трепетно и всегда очень пронзительно. Спасибо большое еще раз. Можно два слова? Извиняюсь. Оккупационным режимом немецким не был назначен ни один крымско-татарский человек, руководящий звенья того периода. Хотел, чтобы это прозвучало здесь громче, но факт есть такой. Вообще все это относится абсолютно к составу преступления значит, действующего руководства политического страны, которое осуществило этот геноцид. Абсолютно. На территории Чечни и Ингушетии не было тоже значит, оккупантов, и поэтому никакой коллаборации вообще по определению не было из той же серии. Если к нам пришли Лада Петрова из Дома национальности, мы будем рады вас увидеть и услышать. И, пожалуйста, дать слово Шелунке, могилу режиссера. Я
очень боялась, что Сулумбек как бы очень рада нас. Да, ну, конечно, Сулумбек будет говорить. Сейчас, поскольку объявили, то ладно, скажешь, конечно. Не дом национальности, а кого ну вот я про дом национальности. Влада Петрова из дома национальности. Влада Петрова. Была заявлена. Хорошо, я исправлю. Спасибо. Всем здравствуйте. Я благодарна, что нас тоже позвали на это мероприятие. Тоже хочу сказать, что действительно такие мероприятия стоит проводить. Очень важна историческая память. Нужно помнить о истории своих предков. Вот. Я могу сказать, что у меня также в семье тоже есть, связана тоже такая очень трагическая история. У меня вообще по бабушке из Полтавской области, с Украины, но тоже было расплачивание, депортировали в Казахстан. Это не по национальному признаку, но тоже политически, тоже мою семью это затронуло, и я понимаю, о чем говорится, и это тоже очень важно для меня. И мне было тоже интересно, спасибо за проведенную экскурсию. Мы тоже стараемся осветить этот вопрос. На сайте тоже будет положена подробная информация, чтобы все это прочитали, ознакомились. И, может быть, уже, я думаю, люди будут интересоваться и больше посещать такие мероприятия. Мне кажется, для всех важно, не только для представителей национальности, для всех других тоже людей. Вот, спасибо за внимание. Спасибо вам. Пожалуйста, только вот с микрофоном. Включайте. Микрофон, вот, только вы настройте. Спасибо. Может быть, на трибуну? Я боюсь, что Нормально, на трибуну. Народ видит. Мне всего больше первый год, Вы знаете, это, как бы сказать, моя, да и как кинорежиссера, как сценариста, моя больная, моя постоянная тема – депортация. Я как-то слышал, это Руслан Аушев, он все время говорил, давал две фразы. Вперед! И только вперед. Все время вперед. Вчера там выступал один тоже депортированный, там мы были на другой встрече, тоже говорит вперед. Я, так бы, знаешь, никуда не оглядываясь назад, хватит нам про депортацию говорить. Меня это, извините, ужасно волнует и даже тревожит бесконечно. У ингушей есть такая поговорка. Тот, кто не знает, не может оценить, что ему сделали хорошего, тут не поймет, когда ему плохое сделали. Не оценит. Нам сделали такое, что в мире, вот я снимаю фильм «Ночевала тучка золотая», я искал, были ли такие похожие вещи на земном шаре. Не было. Не было. То, что сотворили с этими репрессированными народами в Советском Союзе. Вот когда говорят, я вспоминаю слова старухи из Иргиль, из Горьковского рассказа,
когда она говорит, глядели бы в прошлое зорко, ответы все там найдутся. Поэтому мы должны смотреть на это очень и очень зорко. Я никогда не забуду наших глаз, женских глаз и наших девушек. Я помню, мне было 6 лет, 7-й год уже был, я сидел в этом вагоне. Я помню до мельчайших подробностей, потому что есть такая память человеческая, она запоминает в детстве, вот то яркое, что врезается в память, она помнится очень сильно. Сильнее этой депортации ничего в жизни не было, моей, например. Я помню, как я сидел у окна зарешетченного, смотрел, как собака наша, порвав цепи, бежала за вагоном. И как она потихонечку отставала и, наверное, умирала. Потом я помню, когда я смотрел внутрь вагона, там у нас прорубили в этом, не было же ни туалета, ничего там не было. Это вот то, что сейчас ставят, как в музее, ведь это, все это неправда. Ничего подобного не было в вагоне. Старики наши, там были люди, которые, мужчины, они могли голыми руками, там, я не знаю, доски разрывать. Так они хотели сделать нашим женщинам, помочь им как-то. В вагоне было очень много, там несколько семей было, и вот девушки, ну, извините меня я за подробности, ну, естественная надобность у человека же бывает это. В нашем вагоне умерла одна наша родственница. Ну, это я уже потом узнал, что у нее лопнул мочевой пузырь от того, что она стеснялась, она как горянка, она не могла нарушить вот эти вечные это самое. Ну, потом там, помню, как они вот это прорубили, голодные все. Я рассказываю эти подробности, потому что нельзя этого забывать, нельзя, это наши матери, отцы, братья. И вот когда сделали это, прорубили это в вагоне, это самое, из бурок соорудили ограждение такое, а там холодно в вагоне, эти бурки снимали, и когда туда заходили мужчины, женщины, неважно все, мужчины начинали петь на звук, чтобы не слышно было, как голодные животы, как это все, это же... Это я как вообще режиссер, как человек искусства, как актер, это мне на всю жизнь врезалось в память. Думаю, как вот это изобразить все в искусстве? Как можно? Только через какой-то, ну, я не знаю, тут надо быть каким-то великим режиссером или кем-то, чтобы это передать. Настолько это трогательно. Ну, или вот, например, там, мы видим же соседние вагоны, как там останавливаются на секунду поезд, идут составы с углем, заскакивают, его разрывают и туда труп хоронят, уезжают, потому что некуда его похоронить. Я это все видел своими глазами. Вот у меня есть сила стоять перед вами. У нас было 7 братьев. 7 братьев, здоровых, сильных, и я один остался из 7 братьев сейчас, потому что те болезни, которые они привезли оттуда, их всех скосили. Я почему эти вещи рассказываю? Потому что где, как не сегодня, это вспомнить и рассказать. Вот то, что я говорю, что надо оглядываться назад, чтобы все это помнили. Если завтра мои сыновья, мои внуки забудут это, я прокляну их. Мы, знаете, мы люди Кавказа, мы не можем простить, если мы прощаем там убийство человека, там, родственника, это кровная месть, там все. Но это я не могу простить.
я на том свете достану Сталина. Это... Я почему об этом говорю? Потому что это ГУЛАГ, это музей ГУЛАГа. Здесь можно эту душу открыть. Те сталинисты, которые сегодня, и те люди, которые сегодня еще за это цепляются, вот как рассказывал наш брат крымский татарин, и сегодня люди, которые в это верят, они себе готовят ад. Они не представляют, как эти люди выжили. Как можно, вот я родился в пригородном районе, родился, там мой дом, там моя родина, там стояло 3 березы, которые отец посадил. И когда мы вернулись, нас туда не пустили. И мы поселились в казачьей станице, но отец туда приехал, потому что 3 березы он сажал. Вот когда я увидел картине Шукшина, Василия Макаровича Шукшина, как он с березами разговаривает, я вспомнил своего отца. Я единственный в этом фильме в это время рыдал. Потому что он разговаривал как с живыми с ними. Вот так же мой отец разговаривал с ними. И их через... Чтобы когда мы уже стали совсем там претендовать, там говорить, заниматься этим делом, эти березы срубили. И чтобы мы вообще туда не оглядывались, не приезжали на свою эту самую... Там поставили 5-этажку какую-то. То есть, понимаете, меня поражает вот это варварство, которое сидит в людях. Они же видели это. А потом самый потрясающий случай, я его в сценарии написал, мне говорят, надо это... Когда нас депортировали, нам дали там 10 минут, там 20 минут, не знаю, на сборы. И когда все уже выезжали со двора, уезжали, отец бросился положить корове сено, и его чуть не застрелил там этот НКВДшник. Ну, постарше, который был, он, я помню, у него много орденов было на груди, он был постарше, он говорит, остановись-то, он на него так закричал. Он не выдержал. Он говорит, скотина ведь. Ну, дай пусть положит сено. И отец, значит, на обратном пути что-то там, ему надо было забрать это из комнаты, наверное, или хотел последний раз заглянуть. И когда он заглянул, наш сосед, фамилию его помню, не хочу называть его, Осетин. Там чурек был, еще горячий наш лежал. Он уже сидел, его этот чурек ел. Или там на вокзале, которым для нас везли, в Беслане, там были танцы. Я это к чему говорю? И им говорю. Я знаю там несколько порядочных людей, осетин, знаю их, есть эти люди. Но когда их не трогают за живое, что это же твое, как говорил Гёте, чужое не копи, своим не станет. Никогда не станет, пока хоть один ингуш жив. Осветили наши мероприятия, очень важно. Ну и последний из наших гостей Татьяна Авилова, представитель Преображенского братства в Москве, наш друг, который сегодня чтит наши такие события. Я с большим удовольствием предоставляю ей слово. Мне большая честь быть здесь. И я второй год приезжаю сюда, покинув конференцию Белого дела, который тоже собирается в эти дни, потому что это тоже дата, вчерашний день, но тем не менее это дата начала ледового похода. Вот. И поэтому я с радостью передаю и поклоны, дружеское приветствие от председателя Московского отделения Белого дела Андрея Грищенко, всем собравшимся, Марьям в частности. Я хотела сказать, что очень волнительно все, что здесь мы слышим.
как это общая наша судьба, и вот в День памяти политических репрессий, мы это называем не политических, а советских репрессий, я тоже поминаю 8 человек из своих родных, расстрелянных и замученных в лагерях. И поэтому вот память — это совершенно непреложная вещь для каждого народа, и для каждого человека, и для каждой семьи. И вот некоторое время назад, несколько лет назад, мы познакомились с Марьям и стали такими сердечными друзьями. Но прежде чем с ней познакомиться, мы познакомились с ее легендарным дедом, потому что мы читали его книги, мы специально собирались ради этого. И это был пример для всех, совершенно независимо ни от какой национальности, пример мужества, чести, веры, преданности. И это то, что является сокровищем для каждого народа и для всех нас вместе. Да, с Зверковым Мальсаковым. И я вот с историей депортации лично столкнулась только, когда мы были в 2011 году на паломничестве в Казахстане. И мы прилетели в Астану и взяли большой микроавтобус и поехали в Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины, на экскурсию. За рулем сидел чеченский водитель. И вот начиная с него мы потом спрашивали каждого человека, которого мы встречали в Казахстане, о его судьбе. И не было ни одного человека, который не был бы потомком или депортированного, или посаженного, в общем, репрессированного, да. И мы его первого спросили о судьбе его семьи. И он говорил как раз о том, что ну вот дед, была большая семья, они ехали вот в таком вагоне, о котором мы сейчас слышали. И деда, говорит, по дороге выкинули. Как выкинули? Ну так вот, некуда было. Вот просто приходили КВДшники и, значит, всех мертвых выкидывали просто из вагона. И люди садились на своих мертвых, покрывали тряпками, чтобы довести вообще, как-то их похоронить где-то. И это не всем удавалось. А отец, вот едет по дороге, говорит, ну где-то он здесь. Потому что гоняли на работы, и те, которые падали, они, значит, вот где-то здесь по дороге их зарывали. Это, конечно, нельзя сказать, что хоронили. Вот. И вот эта память, она так необходима нашим народам. И 23 февраля, конечно же, дата, трудно себя причислить к тем, которые могут гордиться образованием Красной Армии. И вот в такие дни, так же как и дата начала войны, так же как и дата окончания войны, они должны быть днем памяти тех, которые погибли в этот день. И все народы мира, на самом деле, День Победы отмечают как День памяти. А у нас это теперь кумир, это скрепа. Я не хочу принизить этот подвиг народа, который победил не благодаря советской власти, а вопреки ей, вопреки всему тому, что было сделано Сталиным и вообще всем этим руководством. Вот. И очень важно, чтобы люди собираются. Очень важно, что здесь много молодежи. И что особенно драгоценно, вот мне прям сердце замирает, вот эта сохраненная традиция, которая здесь видна, отношение к старшим. Вот, когда все встают, и когда первое слово и первое место — это всегда старшим. Это удивительная традиция, которую сохранил этот народ. Вот. И я хотела сказать, что помимо памяти у нас есть еще одна общая задача — возрождение. Возрождение человека, возрождение народа, возрождение страны. И вот, собственно, наше братство православное, оно ставит главной целью вот именно это. Не только память, хотя мы очень много уделяем времени именно теме правды, памяти, но и возрождения. И очень ищем эти основания для этой надежды и для этой возможности. И вот уже 4-й год у нас будет фестиваль, приуроченный к Преображению в августе месяце.
который имеет девизом «Имеющий надежду». И я очень хотела бы всех присутствующих на него позвать, потому что это место, где собирается много тысяч людей, которые по-настоящему ищут основания от надежды, и ее обретают, потому что она действительно есть на то, что возможно возрождение народа, возрождение каждого человека, так же, как и укоренение памяти во всех нас. Спасибо вам большое. Когда все наши гости заявленные сказали свои слова, я буду некий итог. Руководитель нашей диаспоры Исаак Аматканов подведет вот некий итог и что-то скажет нам. Я думаю, все сказали. Поскольку ты недавно стал руководителем общины Москвы и Московской области, может быть, здесь кто-то и не знает об этом, поэтому кто-то. Предыдущие выступающие все высказали. Мне единственное хотелось бы, наш брат, представитель крымско-татарского народа, выступая, сказал, почему-то мы всегда оправдываемся. У нас вообще нет оснований для того, чтобы оправдываться. Если говорить об ингушском народе, Марьям, там цифры разные. В период выселения говорят, что у нас было 91 тысяча. Ну, наверное, где-то там, да, ошибки были, наверное. Но я одно знаю, около 20 тысяч были на фронтах из числа представителей ингушской национальности. Но это практически тотальная мобилизация. Если учесть, что у нас семьи многодетные, старики, там, женщины. Ну, говоря о том, о заслугах, вот наш брат опять возвращаясь, он сказал, что вот их представители, у них и летчики, и очень многие воевали. Кстати, на территории Чын-Ингушетии нога или сапог этого гитлеровского захватчика не ступил в сапог. И как можно обвинять в этих делах нас? Под Малгобеком фронт выигрывает, когда тыл поддерживает. Тыл очень сильно поддерживал. Если был бы город Нефтяниково взят Малгобек немцами, они напрямую вышли бы на Грозный, забрали бы танки и пошли бы в Волгоград и все остальное там. Это раз. Второе. В этом плане я знаю, что где-то по всем данным, могу ошибаться, от 50 до 60 человек были представлены в звании Героя Советского Союза. Ну, и они все были отозваны. Говоря о сегодняшнем дне, мне хотелось бы сказать, вот эти все последствия сталинского управления, этого страшного карательного аппарата, они сразу не могут быть ликвидированы. Но сегодня нам дают возможность, есть демократия, высказывать об этом. Мы должны быть благодарны этой власти. Да, остаются еще многие последствия. Мы должны в это верить, и что справедливость восторжествует и в отношении крымских татар и других репрессивных народов. Что касается того, что вот когда наши старшие выступают, просто хочется равняться на них, чуть постарше вместо мужа за 60 лет. Давайте будем на позитиве, бенчаря, далгешдол. И, конечно, благодарность организатору Марьям Яндиевой. У него корни хорошие, дед знаменитый, который в истории Соловков один из многих, который первый бежал, смог там оттуда уйти. И, конечно, и отец там, творческий человек был, известный там поэт, писатель. И, конечно, руководство этого музея, который перенимает традиции бывшего директора этого, значит, через нашего земляка там Макшарипа и других там. Им огромное спасибо. Далету Ваху. Вообще это наше место, да? Сейчас мы посмотрим видеоролик, который специально для вас
записали сегодня в Ингушетии, и Костя Андреев, который выехал туда с группой операторов, побывал на нескольких мероприятиях, посвященных памяти 23 февраля. Девочку, хорошо. Ну, видите, еще маленький, интересный. Слово предоставляется главе Республики Ингушетия Евкурову Юнузбеку Мамадгиреевичу. Я Бачевич, к 70-летию депортации. Колояча. Давно Лундвей. Веддестали еще, что ты отдел Лундвей. Отцом отдел Юахамичия. وبيحكى حالة شؤون ده يحكم يا حقابها إذا بالإيمان يحكم موالي الصلاة والصلاة خطوة هذا تعمل حاجة شخص وشخص Мы находимся в спортклубе Ади Ахмад, где сегодня проходит турнир, всероссийский турнир, командный шахматный турнир «Память 75». Под этим названием проходит не только наш шахматный турнир, еще целый ряд мероприятий, связанных с этими событиями, 75-й годовщиной депортации нашего народа. В турнире участвуют все команды Северного Кавказа, плюс специально приглашенная команда Калмыкии. 4 тура мы сыграли, появились уже лидеры, все партии очень тяжелые, все сборные привезли своих лучших игроков, и мы выставились самым сильным составом. И есть команды, представляющие регионы, которые были депортированы, у них, правда, своя, другая дата, такая печальная. Но это горе все пережили, поэтому сейчас нам надо единиться и
творить благие дела, например, как этот шахматный турнир, который единит и детей, и ветеранов, и средний возраст. Я очень рад приветствовать наших гостей, нам всегда приятно встречать гостей. И мы, как организаторы, пытаемся, чтобы это было все на очень высоком уровне, поэтому все гости, как правило, это те же друзья. Мы друг к другу ездим по Кавказу, играем в шахматы. И вот сегодня нам выпала честь принимать участие. Друзья, добрый вечер, добрый день. У каждой семьи своя история. У меня, допустим, есть история моего прадеда, который был арестован и отправлен в лагеря, где он умер. И бабушка, которой 87 лет, она сегодня вспоминает своего отца по тем детским воспоминаниям, когда был арест, когда человека арестовали, моего прадеда, и все, отвели из семьи навсегда. Вот память, которая хранится у вас в республике, и я уверен, у каждого из вас в семье, она особая. У нас тоже есть возможности для того, чтобы память эту передавать. Допустим, фиксировать воспоминания своих бабушек и дедушек. Человек берет семейные фотографии, когда человек берет семейные архивные, можно сказать, документы, и с помощью них снимает анимационный фильм. Это подвластно нам с вами. Уходить в траур тяжело, но не помнить об этом еще тяжелее. Двери открылись, собирайтесь. Вас ведут на расстрел, было сказано. На расстрел. И вдруг началась бомбежка на третий день. Бомбежка. В детстве я заболел воспалением легких, со мной тоже заболела моя родная сестра. Но я выжил, она умерла. Здесь написано «сталинской депортации». Депортации людей в определенное время. И очень часто люди, кто говорят о том времени и романтизируют о том, что как было хорошо при Сталине, как было много построено заводов, предприятий, как страна развивалась, победу мы достигли, да, благодаря Сталину. Вот надо понимать, что ни в коем случае нельзя на весы одни класть вот жертвы репрессий, депортаций, лагерей, переселений, убийств и какие-то достижения. Если мы будем оправдывать репрессии какими-то достижениями, победой в войне, индустриализацией страны, мы будем мысленно, по сути, допускать те же самые репрессии по отношению к себе. Помните, пожалуйста, говоря о депортации, это не для того, чтобы сказать, вот как было плохо, а для того, чтобы сказать о том, что мы этого не допускаем. Вот об этом все эти события. Об этом в том числе и я хочу вам сказать. И помните о том, что с этой темой надо работать очень глубоко. Ищите документы, которые сохранились в семье. Приходите в музеи, помните о том, что память сохраняется не только музеями, но и каждым из нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Константин Андреев, сотрудник музея, который в День памяти, уроки памяти проводил сегодня в Ингушетии. К этому я хотела еще добавить, что этот турнир, вот молодежь и представители репрессированных народов вот таким образом чтит эту память и хочет смотреть вперед, и организатором, инициатором вот такого почтения этого дня является наш замечательный, выдающийся, можно сказать, шахматист Эрнест Инаркиев, благодаря которому вот такие турниры составляются в Ингушетии. Пожелаем ему успехов на его поприще, сейчас говорят в Китае, на очередном турнире. Сейчас наши замечательные девушки прочитают стихотворение «Горсть земли» Джамалдина Яндиева на языках, и предваряя их чтение, я бы хотела, значит, тем, кто видел экспозицию, и Роман говорил об этих горстях земли, с каждой земли из депортированных народов, о том, что это стихотворение основано на реальных событиях. Возможно, и Сугумбек это помнит, а его родители, наверное, совершенно точно. Значит, во Фрунзе была такая семья из нескольких женщин, Тамары Тондовны Мальсаговой, ее матери Евгении Матвеевны Укуровой и сестры Розы, Нины.
значит, Тамара Тонтовна Мальсагова, это дочь генерала Укурова, да, ее мать была литовской татаркой, и она с этими двумя дочерьми, вдовами уже, значит, уехала в депортацию, генеральская жена, жена генерала Укурова, и она с собой взяла горсть земли. Она взяла эту горсть земли, и эта горсть земли лежала, значит, вот на шкафчике у них, в их фрунзенском доме, куда приходили многие ингуши, значит, которые находились в депортации во Фрунзе. И это настолько впечатлило моего отца, который, значит, абсолютно был никаким не хозяйственным человеком, не деятельным человеком, он был только поэтом, потому что травма, которую он получил, будучи выселенным в привилегированном эшелоне 28 февраля, по дороге он получил такие страшные впечатления и такие страшные, вот именно как художник, как человек, особые эмоции, значит, по станциям, на которых иногда останавливали их эшелон привилегированный, потому что он был председатель Союза писателей, и он попал, значит, в эшелон со своей молодой женой, находящейся на последних месяцах беременности, и с семьей, значит, ее родителями. И их периодически, у них была привилегия, они выходили без конвоя на станцию. И на некоторых станциях, ну, естественно, своим взглядом прозорливым эти люди, мой отец в частности, видели некие строения, некие такие быстренько сколоченные сооружения или какие-то старые постройки, но вот непременно, значит, в каком-то состоянии таком вот они чувствовали, они подходили к ним. Вот там были складированы штабелями трупы людей, которые до них эшелоны выбрасывали. Одно впечатление, которое перекликается, это было в его рассказах, которые он не фиксировал, это истории, которые мы вот выросли с ними. Поэтому я занимаюсь депортацией, не от того, что вот он все раз... Это каждодневная была такая, понимаете, ткань нашей жизни оказалась очень воспитательной, потому что эта тема стала основной моей деятельности через какое-то время. На одной станции они с группой, в том числе вот Идриса Базоркина, они пошли вот в такой очередной, значит, хижине, постройки, и вот поверх штабелей сидя, это, значит, холод, сидела скрюченная пожилая женщина. То есть, понимаете, вот это такое надругательство, такое безжалостное, абсолютно варварское, нечеловеческое отношение к усопшим, значит, вот замерзшая, умершая в каком-то эшелоне старуха, и ее посадили поверх, вот, понимаете, вот лежащих трупов, ее посадили вот в таком виде, что это некая какая-то сюрреалистическая, фантасмагорическая, абсолютно нечеловеческая картина. И вот пришибленный этими впечатлениями, значит, Джамалдин вообще не мог писать до конца 40-х годов. Вообще их не сразу, ведь во Фрунзе многие попали, то есть вообще не все сразу. И вот это стихотворение «Нянна лятта», потом, которое переведено как «Горсть земли», было написано в конце 40-х годов во Фрунзе, когда более-менее наступила благополучная жизнь. Потому что по приезде в эту Ивановку, Ивановской области, Фрунзе, в Киргизской ССР, куда их выгрузили, значит, привилегированных людей, как бы, да, часть нескольких там писателей, значит, у него вскоре умерла двойня, два мальчика, он пережил смерть отца на расстоянии, то есть ему сообщили, но он не мог выехать из этой Ивановки на смерть брата родного, на смерть отца своего. И более-менее, когда, так сказать, устаканилась жизнь во Фрунзе, пошли стихи. И вот одно из первых стихотворений, вот это стихотворение «Нянна лятта». Это стихотворение имеет два русских перевода.
один не очень, несмотря на большую привязанность к тексту, к содержательному, к контенту, собственно, ингушского, значит, подлинника, оригинала, там есть очень серьезные недочеты. Я исследовала это в этой статье, в одной из статей этой книги. А второе стихотворение, оно более лаконичное, «Горсть земли», вот которое впечатлило устроителей выставки, понимаете? И вот отсюда идея горсти земли. Она идет вот от этой, значит, литовской татарки, генеральской жены ингуша Укурова, извиняюсь, значит, и матери Тамары Тонтовны Мальсаговой, которая являлась женой, значит, выдающегося Заурбека Мальсагова. Вот это стихотворение родилось там. И сейчас вот молодое поколение, две замечательные девочки, прочитают это стихотворение. Вы тогда объявляете каждое, что вы будете сейчас. Джамалдин Индиев, «Гость семьи». В иных краях, заброшенных судьбой, я странствовал от родины вдали, но я всегда носил тебя с собою, о горсть моей родной земли. Как сердце матери своим теплом ты грела, и я искал настойчиво и смело дороги, что на родину вели. Жизнь мою и честь в пути хранила, в борьбе дала мне мужество и силу, о горсть моей родной земли. Регу малу балы бича, доханзырвы, веганзыр, таханинах, тешертыр. Селлар азап таяхтыч, азал баргавы ейтанзыр, жужахтинах, чахталар. Как пережить трагедию людей, людей мне дорогих, родных и близких? И как смириться с гибелью детей, которым не поставить обелиск? Судьба которым выдала сполна не по деяниям и заслугам, чьи в памяти бессмертные имена, чьи имена дадим мы завтра внукам. Чтоб каждый нареченный из внучат из тех имен достойными их были, что к нам, к живым, взывают и кричат, чтоб мы о них в грядущем не забыли. Чтоб мы живые помнили всегда детей без вины павших, к сожалению. Чтоб роковая новая беда в грядущем не постигла поколение. С достоинством подняв защиту меч, что мы в руках когда-либо имели, что мы сумели с честью уберечь своих детей, что прежде не сумели. Но как смириться с гибелью детей, которым не поставить обелиска? И как забыть трагедию людей, людей мне дорогих, родных и близких? Эти дни я забуду едва ли. В снах кошмарных их видел не раз. Нас, свои же войска выселяли, выполняя злодейский указ. Чем могли, помогали солдаты, отводили в смущение глаза, словно это они виноваты, что над нами ярится гроза. Забивая все двери вагонов, каждый гвоздь, что зловещий указ, они слез не хотели и стонов. Только это не трогало нас. Знали мы, дело здесь не в солдатах, но тревожил неведомый путь. Что нас ждет без вины виноватых? Неизвестность терзала нам грудь. Молча женщины наши сидели. Было страшно, что плач их утих, а Каспийские степи чернели, словно горе обуглило их. Невзирая на слезы и стоны, на народ возложили вину, и угрюмые шли эшелоны в темноту, словно шли на войну. Мне бабушка моя однажды рассказала. То был день, 23 февраля. Горела свечка на столе, мерцая.
застыла на ее щеке слеза. Отец ваш был еще тогда ребенком, когда везли нас в дальние края. Народный плач в горах отдался эхо, стонала подо мной ингушская земля. Нас, как товар, забросили в вагоны, пощады не было ни детям, ни старикам. Мать не могла потом сыскать ребенка, и ни одну настигла та судьба. Везли нас через горы и долины, везли нас через реки и моря, но горсть земли ингушской, как светила, с собой горянка бережно везла. Плачь, бабушка, плачь, милая, родная, я знаю, тяжело тебе об этом вспоминать, и ведь забыть ты многое не сможешь, дорогая, и не забудется такое никогда. Твоей должен быть печальной главы, о мой народ, я плоть и кровь его. И потому сказать имею право от имени народа своего. Земля войнахов помнит каждый камень, травинка и ручей, и каждый склон. Как уходил в поруганную память, за эшелоном мрачный эшелон. Как, куда, зачем, но на вопрос ответить никто не мог, а может быть не сумел. В февральской стуже умирали дети, в рассветной угле свистел морозный ветер, у их головы хрустел. А по земле, как по ледовой тверди, поземки горя яростно мели. Мы умирали, но под страхом смерти предать земле умерших не могли. Ни мать, ни брата, ни отца, ни друга лишь засыпали снежной пеленой. Все остальное завершало вьюга, над ней власти не было земной. 13 лет кровоточила рана в душе чеченцев, ингушей. Как чей путь на пламенной скрижали уже чертило светлое перо, и в час урочный восторжествовали над злом справедливость и добро. Шел он из всех живых к родимой земле, к могилам наших предков вез. И, видя повидавшие мужчины, не утирали набегавших слез. Наперекор суровому ладату, кто не прошел сквозь черные года, любовь к отчизне, болью утраты почувствовать не сможет никогда. Шли эшелоны в радостной тревоге, заветный край войнахов на Кавказ. До дна испили мы страданий чашу, но правда, что на белом свете есть, вернула нам и родину, и нашу наветом незапятнанную честь. Композиция театральной студии культурного центра Ингушского. Спасибо. Ну, а теперь мы посмотрим ролик из Казахстана. Каждый год мы получаем материалы с нашей второй родины. Я самый младший в семье. Мне было где-то 4 с лишним годика, с 5 детей. Я смутно помню, очень смутно, как нас, в общем, на свою телегу погрузили и в эшелоны. Эти вот товарники, как их еще называют, скотские вагоны, были оборудованы нарами, необходимых таких вот условий не было, там мешковины завешивали, везли же около месяца, многие по пути умирали. Это охрана, когда эшелон останавливается, говорили, что мертвые есть, нет, в общем, некоторые прятали их, потому что по месту прибытия хранить.
А некоторые, в общем, находили и прямо выбрасывали в снег. Вот так вот везли, сделав всю нацию врагами народа. Говорят, старшие рассказывали потом, что когда погрузили уже эшелоны, если повезут на запад, то мы все на уничтожение, а если на восток, может быть, попадем в мусульманские страны, потому что там Туркмения, Узбекистан, Казахстан, в общем, на востоке. И когда подавали паровозы, то они же так вот во время сцепки удар сильный, и вагоны немножко отдают, в общем, назад. И Велгород стоял, все плакали, что вот нас повезут на запад на уничтожение. Во время погрузки, конечно, родителей уже не было живых, они года 2-3 вперед умерли перед войной. Ну вот 6 сирот тоже стали врагами. И, перед погрузкой дядя, родной брат отца, младшему сыну сказал: Мурат, даже если погибнешь, ты должен быть вот со своими двоюродными сестрами и братом. В степи останавливался эшелон, там выгружали, местная власть встречала, кто пешком, в общем, старший пешком, а детей сажали на санки. Я помню, все наш скак помешался на одни санки. Сестры тянут впереди, и я сзади так подталкиваю. Периодически мы меняли квартиры, но в конце концов мамины братья определились, там вот недалеко от Зеленого базара в Акмынске. И нас взяли участок, и мы построили 2 комнатки.